Приветствуем гостей сегодняшнего торжественного мероприятия. Председатель Комитета по молодежной политике Республики Коми Марковченков Никита Андреевич. Кондратьева Ирина Александровна, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Коми. Светлана Михайловна Кощеева, главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения Республики Коми. Председатель Общественной палаты Республики Коми Хатанзийский Григорий Федорович. Главный врач Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий, кандидат медицинских наук Виталий Евгеньевич Ломов. Татьяна Николаевна Пасконная, заместитель директора Государственного казенного учреждения Республики Коми, Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми. Ангелина Витальевна Морозова, главная медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми, Сыктывкарская городская поликлиника номер 3. Елена Рудольфовна Брага, главная медицинская сестра Государственного учреждения Республики Коми, Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Валентина Петровна Нестерова, главная медицинская сестра клинического кардиологического диспансера. Представители инфекционной больницы во главе с главной медицинской сестрой Седерчук Ириной Аркадьевной. Приглашаем Алину Каневу для исполнения стихотворения «Мы шли». Мы шли молчаливой толпой, прощайте, родные места, и беженской нашей слезою дорога была залита. Вздымалось над селами пламя, вдали грохотали бои, и птицы летели над нами, покинув гнездовья свои. Зверье по лесам и болотам бежало, почуяв войну. Видать, и ему неохота остаться в фашистском плену. Мы шли, в узелки завязали по горстке родимой земле, и всю ее, кажется, взяли, но всю ее взять не могли. И в горестный час расставания среди обожженных полей сурово свои заклинания шептали старухи над ней. За кровь, за разбой, за пожары, за долгие ночи без сна, пусть самую лютую карой врагов покарает она. Пусть высохнут листья и травы, где ступит нога палачей, и пусть не водою, а травой наполнится каждый ручей. Пусть ворон, зловещая птица, клюет людоедом глаза. Пусть в огненный дождь превратится горючая наша слеза. Пусть ветер железного мщения насильников в бездну сметет. Пусть ищет насильник спасения, и пусть он его не найдет, и страшную казнью казнится, каменья грозя в заперти. Мы верили, суд совершится, и легче нам было идти. Слово предоставляется председателю Комитета по молодежной политике Республики Коми, участнику специальной военной операции Марковченкову Никите Андреевичу. Добрый день, дорогие студенты, уважаемые медики, уважаемые коллеги, уважаемые главные врачи. Мне очень приятно всегда к вам приезжать. Особенно я столько лет, 3 года отдал Министерству здравоохранения Республики Коми. Ирина Васильевна, в вашем лице, всему коллективу, студентам я хочу сказать слова огромной благодарности. Мы сегодня с вами собрались здесь на торжественный митинг, посвященный 79-й годовщине со окончания Великой Отечественной войны. Ребят, вот все, кто связал жизнь с медициной, вы абсолютно идейные, убежденные люди. В вашей профессии случайных людей не бывает. Я хочу вам пожелать, чтобы вы с гордостью
несли это звание медицинского работника. И передавали, были наставниками, так как сейчас у вас есть наставники, вы подрастающему поколению передавали те знания, тот опыт, который вы получите. Дорогие друзья, спасибо вам большое, дорогие наши медики. Спасибо. Слово предоставляется председателю Общественной палаты Республики Коми Хатензийскому Григорию Федоровичу. Джайлон, Пидипуктана Йорпиас, Таун Чукурчим Танемедем, Каштананаяс Кодяс, Войнакада, Щетиснач Насолумса, Мианшуда, Ацкиалун Вестна. Турянин, Еджет Халата, Войтер. Судьяс, ставщик Кудлун Главиджетек, Венисна, Наяс. И кожналисна ранее, чем солдат, если вылёлым. И налым повтым у нас меска, лоастьянла, том войтерла, бур примеран, родительно добыть буквально ащенат учты. Дорогие друзья, сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал в годы Великой Отечественной войны свою жизнь. Особенно людей в белых халатах, которые, несмотря на все трудности, дарили нашим раненым солдатам на передовой, в тылу новую жизнь. Я искренне надеюсь, что их подвиг, их героизм станет для вас, молодые люди, настоящим примером и вдохновит любить, уважать свою профессию и быть готовыми прийти на помощь к людям в любых условиях, если им эта помощь понадобится. Будем помнить всех погибших, долгих лет ныне живущим ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Ну и с наступающим вас праздником Великой Победы!